О рыбалке, вы знаете, это основной вид отдыха, поэтому я могу сказать, рыбы много, она ловится, она берет жадно всегда, и самое главное, мы знаем места. Но то, что трофеи на базе застава всегда были хорошие, и их мы всегда фиксировали, это общеизвестно, это есть на нашем сайте, вы можете посмотреть. А вот совсем недавно, неделю назад, прошли соревнования на приз руководителя Росрыболовства, господина Крайнего. Значит, участвовало 22 команды со всей России, со всех субъектов федерации. И Астраханская область была представлена командой «Застава». 3 человек нас было на этих соревнованиях. И поздравьте нас, мы выиграли, мы заняли 1 место. Мы увезли с этих соревнований кубок и главный приз. Вот это кубок, и в ресторане вы его видели, Росрыболовство кубок. Вот теперь он будет стоять в нашем ресторане навсегда. И хочется вам доложить о том, что за 1,5 дня соревнований мы поймали 121 килограмм рыбы. Ловили только спиннингом и только на блесну. И вот господин Крайний нам вручает этот кубок. Очень доволен, что мы победили. Причем, когда на соревнованиях объявляли участников, там были именитые спортсмены, мастера спорта международного класса. А мы вот приехали и победили, потому что мы астраханцы. Вот, поэтому мы имеем право теперь называться лучшей базой по рыбалке, по поимке рыбы. И этому есть доказательства. Наш кубок. Владимир, позавчера мы в первый раз с вами общались. Скажите, пожалуйста, вот какие цели вы для себя поставили, переплюнули через левое плечо, и что у вас было, что не сбылось? Что достигли, да? Чего достигли? Вы знаете, позавчера мы действительно с вами общались, и основной целью, как на любых соревнованиях любой команды, была победа. Я взял на себя смелость 2 дня назад и заявил о том, что мы займем 1 место. Мы его заняли. 2 дня тяжелого труда, потому что спиннинг – это труд, действительно. У нас у всех руки болят. Но, тем не менее, 121 килограмм рыбы за 3 выхода. Можно сказать, за полтора суток. Кто шел на крючок? Да, вы очень опытный рыбак. Как шли соревнования? Насколько они были трудными в сравнении с другими? Соревнования были трудными в иной области. Было трудно понять эту акваторию, потому что мы здесь впервые, и нам не показали, не рассказали, что где. Мы выходили на катере сами, ловили сами, рыбу привозили, взвешивали судьи. В первый выход у нас было 38, да, Игорь? 38. Это до обеда. После обеда у нас было 18. 900, да. И сегодня до 12 часов, до полудня мы ловили. У нас было 63 килограмма рыбы. В основном шла щука и крупный окунь. Здесь есть особенности ловли. Мы их быстро поняли. Хотя другие команды нас и обложили лодками и смотрели, как мы это делаем и ловим. Они не до конца так и не поняли смысл нашей астраханской рыбалки и почему мы поймали больше всех. Секрета 2. Мы двигались сплавом по ветру на границе мутной и прозрачной воды. Это первое. Не вставая на якорь. Они все вставали на якорь. Значит, и второе. Постоянная работа, заброс. Другие спиннингисты боялись травы. Травы очень много. Но ее бояться не надо. Надо просто рывками сбрасывать траву. Там с блесны, там в воде. Не вытаскивая блесну. И тогда даже берет и щука крупная, и окунь.